Здравствуйте, дорогие друзья. Вы извините, что выхожу вот так в эфир по-домашнему, но обстановка, к сожалению, очень тревожная. На Северном Кавказе завязывается узел. Да, может быть, пока еще не взрыва и не межэтнической войны, но что-то очень близкое к этому, как примерно в последние годы правления Горбачева в национальных республиках. Да, я о, как говорится, уже территориальном споре между Ингушетией и Чечней. Давайте напомним, что в сентябре было заключено келейное соглашение между главами исполнительной власти Чечни Кадыровым и Ингушетии Евкуровым. Вот это соглашение о установлении об изменении границ между двумя автономиями с нарушением очень многих законов, безо всякого обсуждения. Это вызвало возмущение в Ингушетии, митинги протеста, и Конституционный суд Ингушетии вообще постановил это соглашение аннулировать как незаконное и вообще вынести вопрос о проведении границы на референдум в Ингушетии. И вот на днях Конституционный суд Российской Федерации плеснул масло в огонь. Он отменил это решение своих коллег конституционных судей Ингушетии и постановил соглашению быть, что, в общем, предопределяет новые акции протеста в Ингушетии, новый конфликт, по сути дела. Но остановится ли он на, собственно говоря, чечено-ингушских отношениях? На самом деле центр ткнул палкой просто в целое осиное гнездо проблем. На самом деле у Чеченской Республики есть, в общем-то, требования и к другим сопредельным автономиям по территориям. Вообще, что там происходит на Северном Кавказе? Почему? И чем это чревато? С этим вопросом мы обратились по телефону к питерскому публицисту известному и эксперту по северокавказским проблемам Игорю Байкову. Во-первых, сейчас есть определенное поползновение в сторону Дагестана со стороны Чечни. То есть, если он куда-то и будет расползаться, то на восток, в сторону Дагестана, если будет. А основания предполагать такие сценарии, они присутствуют у нас. Дело в том, что Кавказ – это регион, где масса народов проживают очень скучно на крайне ограниченной территории. И отношения между этими народами далеко не всегда в истории были благостными. Ведь были конфликты, есть исторические обиды друг на друга, земельные споры были и остаются, причем какие-то земельные споры, они могут десятилетиями, даже веками тянуться. И любое ослабление федеральной власти или любое откровенное потворствование Москвы какой-то одной стороне конфликта, оно сразу же выводит ситуацию из равновесия. И вот эти вот все застарелые конфликты, они с новой силой могут вспыхнуть. И причем протекать очень кроваво, драматично, вспомнить хотя бы начало-середину 90-х. Это понятно. А что вот сейчас, если может заполыхать, понятно, конфликт между чеченцами и ингушами, но я так понимаю, что спор переходит уже и на дагестанские сейчас территории? В принципе, да. Этот вопрос актуализирован и в Дагестане. Во-первых, в конце ноября был проведен съезд чеченцев Дагестана в Хасавюрте, и там в очередной раз был поставлен вопрос о воссоздании Ауховского района, из которого чеченцы были депортированы в 1944 году. Там, правда, не стоит вопрос о том, чтобы этот Ауховский район присоединить к Чечне, но если он будет восстановлен именно как мононациональный, то понятно, что де-факто это будет фактически Чечня. И вот последнее сообщение, опять-таки по информации дагестанских СМИ, в ближайшие дни в Грозном должна состояться встреча между Васильевым, президентом Дагестана, федеральным назначенцем, и Кадыровым. И там будут обсуждаться вопросы о границе, об административной границе Чечни и Дагестана. Но здесь уже сугубо логические рассуждения. У Дагестана никаких претензий по поводу Чечни нет.
Соответственно, если там что-то и будет обсуждаться, то будет обсуждаться со стороны Чечни. А дело даже не только в Ауховском районе, но Чечня претендует на определенные территории и в горной части Дагестана, там в районе Андейского озера, или как чеченцы его Хазинаям называют. Там небольшие, конечно, территории, совсем небольшие, но в принципе тут важен принцип, что можно пересматривать границу, причем земли постоянно или будут отчуждаться в пользу от Чеченской Республики. Вот этот прецедент вызывает серьезные опасения. И второй момент. Я один уточняющий вопрос. Ауховский район это по-старому. Он так назывался в 44-м, а сейчас это... в 44-м, а с 44-го и по настоящий момент он называется Новолакский район. Туда в 44-м году после выселения чеченцев, добровольно-принудительно, конечно, переселили лакцев из горного Дагестана, ну и частично аварцев, и поселили в этих чеченских селах. Причем все села переименовали, у них новые названия. И до 91 года чеченцы в этот бывший Ауховский, а потом Новолакский район не возвращались. Они из депортации вернулись и расселялись в Хасавюртовском районе, в Кизылюртовском, но в Новолак им не разрешалось возвращаться, их там не прописывали. Они туда начали стихийно возвращаться уже в 91 году и, используя вот этот крайне провокационный закон о реабилитации репрессированных народов, который был принят Верховным Советом РСФСР, они, опираясь на этот закон, стали требовать восстановления Ауха и не просто восстановления, а возвращения всех тех хозяйств, значит, которыми они и их предки владели в 1944 году, возвращения домов и, соответственно, переселенцев и потомков переселенцев оттуда предполагалось выселить. И эту программу тогда, в начале 90-х годов, дагестанское правительство утвердило, то есть определенные юридические основания под всем этим имеются. Но, в общем-то, все это вызвало такое вялое, ползучее сопротивление общества в Дагестане, и программа реализована не была. То есть в современном Новолаке чеченцев примерно 26-28%, а остальное население это в основном лакцы и аварцы. Вот этот вот земельный спор, с одной стороны, требования чеченцев возврата района, территории, значит, хозяйств и прочего, а с другой стороны, в общем-то, нежелание потомков переселенцев, которые там уже давно укоренились, у которых там хозяйства обжитые, уже кладбища, могилы предков, оттуда переезжать. И самое главное, переезжать-то им в сущности некуда. Территория равнинного Дагестана, она в настоящий момент так хорошо заселена, но что там можно заселить? Есть, конечно, безводные совершенно степи Солончаки, где просто жить невозможно. А те территории, те места, где хозяйственную деятельность возможно вести, где, например, вода есть, где есть орошение, они в основном уже обжиты. И этих людей, если выселять из Новолака, их на равнине очень сложно разместить где-то в другом месте. Вот несколько... То есть, если, Игорь, если сейчас будет поставлен вопрос, соответственно, Кадыровым руководством Чечни, если допустить, что это будет принято, то там начнется то, по сравнению с чем Югославия покажется детским садом, на самом деле, на Кавказе, в Дагестане уже. Опасность такая присутствует. Я бы не хотел прям откровенно нагнетать. Это не значит, что буквально завтра вспыхнет война. Но это все будет иметь очень нехорошие для федерального центра последствия. Тут нужно копнуть глубже. Понимаешь, Максим, это как вот с пенсионной реформой. Никто на баррикады не вышел, но отчуждение народа от власти и вот это ощущение униженности и оскорбленности, оно будет доминировать. Вот так же и в случае с Новолакским районом. Понятно, что силы чеченцев и силы лакцев совершенно несопоставимы, они численно даже несопоставимы. Лакцев всего чуть более 100 тысяч. Вот. Но
Тут вот еще в чем дело. Год назад в Дагестан была прислана федеральная команда во главе с Васильевым. Ну, как ты знаешь, там шли на всех уровнях, на всех этажах власти аресты. То есть фактически вся местная правящая верхушка была разгромлена, арестована, отстранена от власти. И, в принципе, народ достаточно позитивно это все воспринял, потому что коррупция, бесхозяйственность, вот эта клановость, кумовство, ну все это достало уже там за 20 лет. И приход федеральной команды, он был воспринят с надеждами, что жизнь изменится. И если при правлении этой федеральной команды произойдут какие-то территориальные отчуждения от Дагестана в сторону, в пользу Чечни, ну или в пользу кого бы то ни было еще, но в данном случае в пользу Чечни, либо односторонний и абсолютно несправедливо для Дагестана будет разрешаться вот этот давний Алпавско-Новолакский конфликт, то будет сильнейшим образом дискредитирована вся вот эта вот команда российских назначенцев, ну, считаю, русских назначенцев из Москвы, и сильнейшим образом будет дискредитирована Россия. И вот это будет по своим последствиям гораздо опаснее и тяжелее, чем даже локально вспыхнувший конфликт из-за земли. Вот именно этот момент. То есть сильнейшим образом будет дискредитирована Россия. Вопрос, Игорь, ну вот если сейчас Конституционный суд Российской Федерации, он отменил решение Конституционного суда, естественно, Ингушетии, то есть все, Кадыров добился своего, территорию он получит, 34 тысячи гектаров против 1,8 тысяч, которые он вроде как передает. А можно ли прогнозировать, что Ингушетия возмутится, что там возможны события такие с насилием и с кровью? Локальные вспышки возможны, но какого-то массового восстания, я думаю, все-таки не будет. Опять-таки вследствие абсолютного неравенства сил. Баланс сил совершенно не в пользу Ингушетии. Поэтому я думаю, что отчуждение земли будет произведено. Это все оставит в ингушах и в Ингушетии чувство глубочайшей обиды, оскорбленности, в первую очередь на федеральный центр, который всему этому потворствовал. И вот при ослаблении федеральной власти, которая вполне может при определенных событиях в стране произойти, вот это все и выльется. То есть это будет такая бомба замедленного действия. То есть в определенный момент времени, если он настанет, в Москве, как говорится, припомнят все. Игорь, ну а почему вот сейчас федеральная власть так вот становится на сторону Кадырова? Почему он вообще начинает вот эти вот земельные вопросы сейчас, как говорится, решать, да? Вот сейчас за счет Ингушетии, может быть, еще, так сказать, и Дагестану предъявят некоторые, как говорится, требования. Почему это происходит с твоей точки зрения? Откуда эта активизация? На мой взгляд, это гипотеза. На мой взгляд, это можно объяснить следующим. Руководство Чечни, чеченские элиты посмотрели на то, как протекает ход холодной войны между Россией и Западом, и пришли к выводу, что Российская Федерация, в общем-то, слаба, и никакой победы в такой холодной войне не будет. Так сказать, что рано или поздно, но это петля анаконды, она приведет к сдавливанию федеральной вертикали, ее ослаблению, возможно, обрушению. И вполне вероятно, что пока этого не произошло, и пока можно действовать, оставаясь, в общем-то, в правовом поле административными методами, да, Чечня хочет получить те территории, те земли, которые считает исторически своими, то есть решить этот вопрос сейчас, пока можно оставаться еще в правовом поле, потому что если ситуация, вдруг прикатится примерно к ситуации 92-93 года, вот тогда, да, в такой ситуации на Кавказе все это будет происходить только через кровь, через войну. А пока еще федеральный центр достаточно силен, можно действовать через конституционные суды, через договоры с главами республик и так далее.
Да, что-то напоминает действия Гейдара Алиева, который был членом Политбюро, но зная, что Советскому Союзу уже не жить недолго, он пытался максимум выбить тогда для Азербайджана. Ну, или точно так же, или, например, как армянская сторона, Армения еще в 1987-1988 году вдруг подняла вопрос на принадлежности Нагорного Карабаха. При том, что Армения, будучи абсолютно моноэтнической республикой, она уже с конца 80-х откровенно смотрела на сторону. И даже вот этот референдум о сохранности Союза в 1991 году по Армении дал абсолютно отрицательный результат. Там свыше 90% проголосовали против сохранения Союза. При том, что в Азербайджане, это уже после Черного января, после фактически начала Карабахской войны, тем не менее, более 60, по-моему, процентов, даже 70% проголосовали таки за сохранение Союза. Ну, можно, да, провести параллели. Чечня, например, после двух войн 90-х, это тоже абсолютно моноэтнический регион, из которого выдавлено, бежало, ехало практически все нечеченское население, там 95-96% чеченцев. Понятно, Игорь, спасибо. Будем следить за развитием ситуации. Ну что, друзья, видите, наша верховная власть тогда не была Буэнос-Айресом раскатывать и не заниматься вот этой украинской жвачкой пустой. Ну, да не будет никакой войны. Вот все жует этот керченский инцидент и военное положение на Украине. Первому лицу надо не этой ерундой маяться, понимаете, а разруливать уже северокавказскую проблему лично.